Пальмовые долгоносики получили свое название из-за вытянутой как хобот головы. Впервые в Абхазии очаги заражения пальмовых насаждений этим жуком были выявлены в 2016 году в поселке Цандрипш. Вредитель был завезен в республику вместе с посадочным материалом во время проведения озеленительных работ в Сочи. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм, и даже взрослые и крупные деревья могут погибнуть из-за этих насекомых. Сложность борьбы с вредителем заключается в том, что его тяжело вовремя обнаружить, а после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить вредителя практически невозможно. Пораженная личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели ствол пальмы начинает медленно сгибаться, а листья меняют цвет. На сегодня мы можем сказать, что ситуация относительно стабильна в городе Сухум именно с крупноствольными пальмами и пальмовым долгоносиком. Это все стало возможно благодаря консолидированным усилиям. Но, однако, останавливаться на этом преждевременно, потому что проблема не исчезла. На примере этой пальмы можно судить, в принципе, об успехе лечения, так как 2 года назад эта пальма была в крайне удручающем состоянии. Но благодаря неравнодушию, в том числе и руководства театра, силами администрации, многократными обработками инсектицидами, эта пальма смогла выжить, и мы видим, что ее крона практически полностью восстановлена. Однако такой радужной картины, в принципе, мы не можем наблюдать по другим районам, где уже обнаружен этот долгоносик. Например, в Гагре очень много пальм, которые поражены вредителем. Есть много пальм, которые уже погибли от его деятельности, и они до сих пор не удалены, являются источником рассадой для дальнейшего заражения остальных деревьев. У людей дома тоже растут пальмы, и многие даже не знают о том, что такая проблема существует, поэтому мне кажется, необходимо максимально обратить внимание на эту проблематику, чтобы люди знали, как выглядит пораженное дерево, чтобы они знали, куда обращаться в случае необходимости, чтобы могли провести профилактические обработки или же удалить уже погибшие деревья. Вместе с пальмовым долгоносиком в Абхазию попал и другой вредитель – уругвайский пальмовый мотылек, личинки которого проникают внутрь ствола и питаются там, полностью разрушая сердцевину и уничтожая точку роста пальмы. Основная работа по борьбе с этим вредителем заключается в удалении уже погибших деревьев. На примере данного сквера можно сказать, что здесь реализован правильный подход к уходу за пальмовыми деревьями. Этот сквер регулярно обрабатывался необходимыми инсектицидами, а в части пальм, которые были поражены пальмовым мотыльком и которые технически, в принципе, невозможно было спасти, принималась мера по их удалению. И вот мы на примере этого куста хамеропса можем сделать вывод, что своевременное удаление зараженных стволов позволяет сохранить все оставшиеся стволы, и в дальнейшем эти места не станут рассадниками пальмового мотылька, и возможно будет сохранить всю аллею целиком. По словам Михаила Кири, если во многих южных странах зараженные деревья вырубают, то для Абхазии такой метод нежелателен, так как в нашей республике пальмы некоторых видов не растут сами по себе, и чтобы вырастить их заново, понадобятся годы. Могу привести пример опыт Канарских островов, на которых произрастает несколько сот тысяч пальм, и там было вырублено всего несколько сотен пальм. Естественно, эта стратегия для них оправдана. Для нас такой подход неприемлем, и мы вынуждены переходить к методу химических обработок, потому что это на сегодня самый эффективный метод контроля численности пальмовых вредителей. На сегодня мы получили информацию о том, что даже в городе Новый Афон зафиксирован первый случай гибели финика канарского от пальмового долгоносика. Это говорит о том, что, попав в Абхазию, этот вредитель так или иначе начинает расселяться, и без принятия своевременных мер в каждом городе, в котором произрастают пальмы, и не принимаются своевременные меры, будет похожая ситуация. Он массово расселится на все пальмы начнут массово заражаться, болеть, погибать, и только тогда, если мы начнем какие-то активные действия, может оказаться слишком поздно. Из-за пандемии коронавируса в этом году обработка пальм была проведена лишь в некоторых местах, но борьба с распространением пальмового долгоносика и мотылька будет продолжена. Шазина Ханагуа, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.